Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! Здравствуйте, туркмены мира! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня 4 июня 2021 года. Хотел я этот ролик сделать на туркменском языке, потому что у меня вообще рассчитан на туркменскую аудиторию. Но учитывая то, что творится в мире, решил делать на русском языке. Надеюсь, что правозащитные организации, международные организации, политический, который заинтересован в этом, во всех наших процессах, что происходит в мире, зайдут и подчеркнут кое-какую информацию, которую они знают, но делают вид, что для них не доходит, потому что это не исходит от туркменского народа. Сегодня 4 июня, как мы знаем, во всех ведущих телекомпаниях, теленовостях на первой строке шокирующее интервью Романа Протасевича. Одного из редакторов телеграм-канала Некста, по-моему, как он дал интервью. Все говорят, что под пытками. Да, это правда. Просто не доказано, что это пытки, но моральные пытки, моральное давление, психологическое давление в этом явно присутствует. И вот с этим я хочу всем задаться вопросом. Всем, кто слушает меня. А что для вас, это ново, что ли? Что вы первый раз слышите это? Я уверен, если Романа Протасевича украли бы в Вильнюсе, вы этому не придали бы значения. Вы придали значение тому, что в самолет силой посадили. Как это так? А так, воспринимайте это так, что вы ведете двойные стандарты в отношении диктаторов. Вы с ними миндальничаете. Вы их умиротворяете. А они с вами поступают так, как вы заслуживаете. Что вы не видели, как в 2002 году, 2002 или 2003 году, как издевались над Борисом Шихмурадовым, Язгельды Гундовдывым, как их психотропными веществами, вкалывая в них, давали такие же интервью? Так вы сравните эти ситуации. Роман Протасевич-то еще более не обработан был психотропными веществами. А Шихмурадов был полностью под воздействием с ним. Борис Аразович Шихмурадов. Так вы же не придали этому значению? Для вас было самое главное отношения сохранить с Туркменистаном. А Туркменистан, опыт Туркменистана вылился в Белоруссию и другие страны. И вы пожинаете эти плоды. Если бы вы в тот момент, зародыши, приняли решение в отношении крохотного Туркменистана, на тот период крохотно считаю я, потому что маленькая страна, и в отношении него применили бы санкции, отключили от Свифта, вообще бы отследили все коррупционные начала Сапармурадова-Ниязова, куда какие транзакции шли. Весь мир бы содрогнулся, и этот опыт не стал бы перенимаем быть. Опыт Сапармурадова-Ниязова. Сапармурада-Ниязова. Простите, говорю Сапармурадов. Сапармурад-Ниязов. У нас есть еще товарищ, может обидеться. Вы же миндальничали с ними. И результат вылился вот такую ситуацию, что сейчас происходит. А в Беларуси еще не так плохо, как ситуация в Туркмении. В Туркмении просто мрак, что творится. Мрак. Но этот опыт туркменский постепенно, если дальше с этим не бороться, будет переходить в другие страны, как Беларусь или другие, где диктаторский режим. Диктатор ровно столько существует, насколько ему позволяет. А вы позволяете, уважаемые руководители западных стран и международных организаций, которые миндальничают с ним. Вот возьмем ситуацию опять в Туркмении. Вчера
жара 46 градусов, а этот нелегитимный президент. Опять я повторяю всегда, хоть кто-то говорит, его признали в постсоветском пространстве. А я говорю, он нелегитимен по одной простой причине, потому что электорат, который выбирал, он находится за рубежом. То есть его не выбирали, то есть народ. 70% Туркменистана находится за пределами Туркменистана. Так вот, вчера 46 градусов, жара, а этот объявляет день велосипеда. При этом наслаждается и так маха рукой, как все диктаторы делают, приветствует как будто народ. А там певицы, певцы, там изгаляются, танцуют в жару, при этом проклиная его семью, весь его род. Но народ ничего не может поделать. Абсолютно ничего не может делать. Я не знаю почему. И потом прихожу к мысли, что они не чувствуют поддержки от западных стран, которые они во всем мире афишируют, что мы борцы за демократию. Ваша демократия на словах, что ли? А когда вы свои действия покажете в отношении диктаторских стран? Туркмения страна сплошных запретов. Вы это прекрасно знаете. И вы смеете в американских телеканалах, вы смеете в европейских телеканалах, российских, везде, где можно вы смеете, но от слов к делу не переходите. Элементарно. Вот возьмем одну из провинций. Чтобы поехать с одной провинции в центр или в другую провинцию, надо пойти в санэпидемстанцию, санстанция, ну, коротко называется. Получить разрешение на переезд, что нету ковида, и при этом те вымогают 100 манат. Ставка 100 манат. Человек хочет своего ребенка отправить за пределы Туркменистана, он гражданин России, а они говорят, нас не волнует. Нас не волнует. Хочешь уехать в центр, плати 100 манат. Он говорит, я готов платить. За что? Если вы проведете какие-то тесты, но вы же не проводите. Нет, говорит, для реактивов. Создано столько структур, разрешающих и запрещающих, одновременно запрещающих. Как создается структура, значит, это орган коррупционный. Как создается любая, вот поймите, как шагнешь, прилетаешь в аэропорт в Ашхабаде, один шаг, уже все, страна запретов начинается. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, то за это плати, за то плати, за все сплати. Люди хотят уезжать. Люди хотят уезжать из этой страны. И теперь вопрос господину Сапармурадову Максату Байрамовичу. Вы очень близких отношений, я так понял, заместителем министра иностранных дел. Задайте ему вопрос. Почему Россия ставит препоны по программе приездов соотечественников? Человек пошел в посольство, ему говорят, у тебя внутренний паспорт потрепан. Причем тут внутренний паспорт, когда надо заграничный паспорт? Причем? И установили квоту 10 человек на отъезд. Это же что такое? Это значит, туркменское руководство влияет на руководство, на российских властей, на великую Россию. Маленькая Туркмения влияет. Вы же сами объявили программу переезда соотечественников или что-то такое. А при этом ставите искусственно препоны. А я вам скажу, господин Сапармуратов, вы должны поставить вопрос перед заместителем министра иностранных дел, что туркменское посольство там, вернее, извините, российское посольство в Туркменистане, сплошь лапошники. Там надо провести внутреннюю проверку, отправить людей, чтобы они по полгода сидели, проверяли их. В бытность мою, когда я ездил в Туркменистан, я видел, как они обходятся со своими гражданами, россиянами. Но не титульной нации. Они сплошные лапошники. Уважаемые гости моего канала, я обращаюсь
международным правозащитным организациям, руководителям стран, западных стран. Надеюсь, вы почерпнете с моего канала очень много. Туркмения находится. Ситуация в Туркмении катастрофическая. В этом году будет голод. Люди надеялись на урожай, но прилетел этот афганский скворец, по биологическому названию его майна. Он просто склевывает весь урожай в Туркмении, в северных районах. Все. Фрукты, все. В свое время, в 2013 году, президент Узбекистана объявлял войну этой птице. Она вредитель, но успехов не было в отношении. Я к чему это говорю? Что ситуация будет катастрофическая. Президент Туркмении нелегитимный. Он о своей стране не заботится. Он заботится только о членах своей семьи. Народ вымирать будет, ему без разницы. Он до этого относился аморфно к своей стране, к своим гражданам. Причин тому было ураган в Лебабе несколько раз. Он не поехал. Смерть молодого спортсмена, он даже не принял участие, не расследуется дело. 14-летнего мальчишки. Что для голода будет? Ему без разницы. Но он крепко вцепился во власть. Сейчас отправил в Петербургский экономический форум своего сына. Вам это должен быть звоночек. Если вы не хотите ситуацию повторения с Романом Протасевичем в Туркменистане, и тут ситуация, чтобы не развивалась, вы должны диктатора уничтожать в зародыше, а именно полностью изолировать и создать невыносимые условия, чтобы он сам добровольно отрекся. То есть, чтобы он был нелегитимной и нерукопожатной персоной. Я имею в виду президента Бердымухамедова и его сына. И также все правительство Туркменистана. Чтобы вы объявили им просто блокаду. И даже самолет туркменских авиалиний был под запретом летать в Европе и западных стран. Вот когда вы это примените, этот человек может задуматься, что народ самое главное богатство в Туркменистане, а не те подземные залежи, которые у него есть. Спасибо всем за внимание.